إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Кайдуль а'даи ва макрухум», «Тарихуль макри валь кайди». Козни врагов, дорогие верующие, ихний обман также. Истории козней и обмана, об этом расскажем. После этого, дорогие верующие, «Фаттакуллаха ва ати'ух», бойтесь Аллаха, дорогие верующие, и подчиняйтесь Аллаху, чтобы не попасть в козни дьявола, чтобы не попасть в козни строящих козни. «Ватаваккалю алейхи», полагайтесь на Аллаха, дорогие верующие. «Фаман таваккаля алейка фа», тот, кто полагается на Аллаха, ему достаточно Аллаха. И Аллах в Коране нам сказал, суру Талаки, дорогой верующий, «Ваман яттакилляха ядж'аль лаху махраджа». Тот, кто боится Аллаха, Аллах ему сделает выход из трудного положения. «Ваярзуку мин хайсу ла яхтасиб». Аллах ему дарует ризк, удел его оттуда, откуда он не предполагал. «Ваман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух». Тот, кто полагается на Аллаха, ему достаточно Аллаха. «Инна Аллаха балигу амри». Аллах исполняет свое дело, дорогой верующий, доводит Аллах свое дело сполна. «Кад джа'аллаху ликулли шай'ин кадра». Аллах сделал каждой вещи свой, как говорится, да, свой уровень. «Аль-кайду валь-макру лавзани». Сама эти два слова, обман и хитрость, «ядулляни аля хатарин», указывает на опасность, эти два слова. «Юхиту биман кусида бихима», то есть против кого намеревались. «Кама ядулляни аля джублин ва аджзин». Также указывают эти два слова, козни и обман, указывают также на что? На слабость человека, джубн, то есть он трус на самом-то деле. Они трусы на самом-то деле, когда не показывают свою вражду явно, когда не показывают свою вражду явно. Ва аджзи, и также показывают, что они слабы. Маятахаллак бихима, тот, кто себя украшивает этими, как говорится, качествами врагов пророков, качеством врагов Аллаха, они на самом-то деле себя описывают слабостью и трусостью, они себя описывают, те, кто строит козни. Итак, لأن من شأن العلاقات بين البشر أن تكون واضحة. Между людьми отношения должны быть ясные. Люди обычно строят между собой отношения, ясные должны быть отношения. Не должно быть интригами, дорогой верующий. Ясность должна быть между людьми. «Валя тальджа иляль макри валь кайди», не возвращается к хитрости, козням и обману, кроме как слабых и трусов. «Улида лам юзкар хадани лавзани фи хакки Аллахи та'аля», поэтому не упомянуты в Коране эти слова, кроме как «илля аля ваджиль мукабала», противоположно, тот, кто хитрит против Аллаха, Аллах лучше из хитрецов, Аллах лучше знает, как нужно хитрить, и Аллах субхану ва та'аля гонит их куда? В ад за иблисом, за дьяволом, тот, кто хитрит против ислама, мусульман. Аллах говорит в Коране: «Ва макару ва макару Аллаху, валлаху хайрул макирин». Ва макару, они хитрят, и некоторые сектанты хотят это убрать от Аллаха субхану ва та'аля. Аллах лучше из хитрецов, когда против Аллаха, его религии, его верующих рабов, его против посланников хитрят. Аллах лучше из хитрецов, дорогие верующие. Сектанты хотят убрать это. Почему? Потому что они подстилки этих врагов, подстилки врагов Аллаха и его религии. «Ва макару Аллах», они хитрят, и Аллах хитрит. «Валлаху хайрул макирин», и Аллах является лучшим из хитрецов. Сурата Али-Имрани, 54 аяте Аллах приводит: «Иннахум якидуна кайда», говорит Аллах, в сурате Тарик, 16 аяте. «Иннахум якидуна кайда», поистине они строят козни, говорит Аллах. «Ва акиду кайда», и я строю, говорит Аллах, козни против них.
Кого? Против них, которые строят против нас козни, против человечества, против людей, кто строит козни. Ай анна Аллах Та'аля ямкуру биман ямкуру би ва би аулияи. Тот, кто делает вражду, то есть строит козни против Аллаха и его приближенных аулияев. Аулияи, кто они такие? Уверовавшие, вера у них и богобоязненность. Это аулияи, два качества. Аулияем должно быть два качества. Вера и богобоязненность. Если ты оставляешь харам, запретное, исполняешь приказы Аллаха, будучи верующим, знай, что ты из аулияв Аллаха. «Ваттахаллуку бикайди вал макри», описывая себя этими качествами, как обман и хитрость, «валь ибтидау бихима», да еще начинать своим, как говорится, дружеских отношениях, кто у тебя является, будь это верующий или неверующий, иноверцы или не иноверцы, мусульмане, не мусульмане, это нельзя изначально. Нельзя. Из больших грехов изначально. وَالْإِبْتِدَاءُ بِهِمَا كَانَ صِفَةُ أَعْدَاءِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Изначально иметь это качество, это описание врагов, посланников, избранников Божьих. Дорогой верующий, посмотри. فَمَا مِن نَبِيٍّ وَلَا أَتْبَاعٍ نَبِيٍّ إِلَّا كَادَ بِهِمْ أَعْدَاؤُهُم. Ни один пророк, ни посланник или их последователь, что они делали с ними? Творили козни, хитрости, обманы. Аллах говорит в Коране, сура Аль-Ан'ам, 123 аяте: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Субханаллах. Сура Аль-Ан'ам, 123 аят. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, говорит Аллах, каждым, фи кулли карьятин, в каждой поселении мы сделали кого? Акабире муджримиха, ихних старших, ихних главных мы сделали преступников. Ла иляха илляллах. Преступников сделали ихних главных, ихних старших. Почему? Потому что мусульмане готовы обмануться, потому что слабые люди, слабым умом, и они называют это серая масса еще, готовы обмануться. Муджримиха Аллах, говорит, сделал. Преступников сделал Аллах, ихних главных. Льямкуру фиха, однако они хотят хитрить этим своим преступлением. Вама ямкуруна илля би анфусихим. Они хитрят просто против самого себя. Эти главные преступники хитрят просто против самих себя. Аллах говорит нам об этом, если мы будем богобоязненны, если мы будем придерживаться религии Аллаха. «Вама ямкуруна илля би анфусихим». Они не вредят этими хитростям, обманами, кроме самого себя. «Вама яш'урун», и они этого не чувствуют, до такой степени они глупые. Смотрите, как пример. «Факому аувалю русулю Нух, алейхиссалату вассалам», первый посланник, посланный Нух, алейхиссалам, его народ, что сделали с пророком Нухом? Макару бихи макран азиман. Они великими кознями, интригами делали против пророка Нуха, алейхиссалату вассалам. Аллах описывает их. Ва макару макран куббара. Сурату Нух, 22 аяте. Ва макару макран куббара. Они делали хитрости, козни, великие, говорит Аллах. Против кого? Нуха. А итог, конец кого было? За кого был итог, результат за кого было? За Нуха и за верующих. Они спаслись, единобожники, мусульмане, спаслись на ковчеге, а они утонули. Они погибли на своем неверии. И так дальше, посмотрите, Кауму Салих, пророка Салиха, посмотрите, история. Есть праведники, есть враги праведников. Они хитрят, эти люди, под разными масками, под разными именами. Они хотят привлечь к себе общество, хотят за ними, чтобы стало стадо, как барану стало за ними. Бывает, мирья называют арабы. Арабы называют барана одного мирья. Или как у нас говорят, козел натуральный, который водит овец в гибель. Арабы называют мирья кого? Называют того, кто был накормлен ослиным молоком. То есть у него мама ослиха.
этого Мирья. Его кормят до такой степени, пока он не станет тучным. Много мяса, много шерсти, большие рога. Но этого осла на самом-то деле управляет кто? Этим ослом управляет хозяин. Хозяин садится на осла. И когда растет этот большой баран, когда растет, овцы следуют за этим бараном, думают, что он является ихним амиром, ихним лидером. На самом-то деле этот баран следует за ослом. Этот баран следует, Мирья следует за ослом, за своей матерью, кормилицей следует. А этой кормилицей кто управляет? Хозяин. Хозяин управляет. Мирья. И так называет серая масса. И как людей, как баранов ведут куда угодно. В куф, не в куф. Преступление, соучастие. А после этого бывает бедствие. Катастрофы разных видов. Кризисы, катастрофы разных видов. Люди должны открыть глаза. Думать должны они сердцем. Чувствовать должны люди, дорогие верующие. Истории казней, дорогие верующие, хитрости. Пророк Худ, алейхиссалям, пророка Солиха. Насчет пророка Солиха Аллах послал нам сурту Намли, говорится в 51 аяте. «Вамакару макран». Они хитрили хитростью. «Вамакарна макран». И Аллах говорит, мы сделали против них хитрость. «Вагум ла яш'урун». Они этого не чувствовали. Они тоже погибли, дорогие верующие. Гибель наступает, когда хитрят против праведников. Не хитрите против праведников, дорогие верующие. Вакана Гуд, алейхиссалям, насчет пророка Гуда, как они хитрили против него. Я'ламу ма юдаббируху а'дау лаху мин аль-кайд аль-азим бисабаби да'вати иля таухид. Он знал, пророк Гуд, как враги таухида, враги единобожия, враги ислама, как они хитрили против пророка Гуда. Он знал это. Он призывал к единобожию. وَبَرَاتِ مِنَ شِرْكِهِمْ. И он также их очищал от многобожия, пророк Худ, алейхиссалату вассалам. وَلِذَا تَحَسَّنَ فِي مُوَاجَهَةِ كَيْدِهِمْ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. И он что сделал, пророк Худ? Обезопасил себя, положившись только на одного Аллаха. Сурат Аль-Худ, 54-56 аятах приводится. Я слишком много не успею, просто-напросто это проповедь. Это не часовая лекция, дорогие верующие. قل إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. قل إني أشهد الله. Я ставлю Аллаха свидетелем. Вашхаду. И свидетельствуйте. Анни бариун, что я чист от многобожия. Миндуни, помимо Аллаха, факидуни. Вы строите мне козни джамиан все вместе. Сумма ла тунзарун. И затем вы, тунзирун имеется в виду, извиняюсь, и затем вы не откладываете, то есть не останавливаетесь. И он сказал, «Инни таваккальту Аллахи Rabbi ва Rabbikum, Rabbi ва Rabbikum, ма мин даббатин илля хуа, ахидан бинасиятиха, инна Rabbi аля сират мустаким». И он в конце аяти, Худ дает знать, что он положился на Аллаха, дорогие верующие. И так дальше, пророк Ибрахим, алейхиссалям, он призывал свой народ, чему призывал? Единобожие, чтобы люди поклонялись только одному Аллаху, оставили поклонение помимо Аллаха другому, оставили идолов. Пророк призывал Ибрахим единобожие. И решили они теперь строить против пророка Ибрахима козни. Решили они его закинуть в огонь, потому что он против их многобожия. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Они сказали, возьмите его и сожгите пророка Ибрахима. Помогите своим божествам, если вы этого сделаете, конечно. Кульна, и Аллах сказал, я нару, куни бардан ва саламан аля Ибрахим. Будь блаженным, не причиняющим вреда для Ибрахима. Саламан, то есть прохладным, блаженным. Итак, Ибрахима не коснулся этот огонь, однако он был в огне. وَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. И они хотели строить козни против кого? Против Ибрахима. И Аллах сделал их убытки. Также против пророка Муса, алейхиссалям, сделали козни. Фараон
и его приспешники, его окружение, они сделали козни против Мусы. Фараон сказал собрать всех колдунов, самых лучших. Говорится, что их было 20 тысяч колдунов. Представляете, против одного Мусы, алейхиссалам, и Харуна. И они, когда собрались, они проиграли. И сказал фараон, если мы победим, Муса проиграет. Просто-напросто они хотели доказать обществу. Видите, общественное мнение очень важно. Берегите имя Ислама, дорогие верующие. Берегите имя Ислама. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, сказал фараон. Это Аллах приводит слова фараона. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, соберите ваши козни, сказал фараон. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا, то есть станьте в один ряд против кого? Мусу и Харуна. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, победит тот, кто сегодня станет выше, имеется в виду, кто станет победителем против Мусы, он будет наверху. Итак, его козни фараона были сломаны Мусой, алейхиссалату вассалям. Валь-Масих Иса, алейхиссалату вассалям, против него также строили козни. Против Исы, сына Марьяма, строили козни. Против Иисуса неверующие израильтяне, ваджму аля салби, они собрались для того, чтобы его распять перед всеми людьми и доказать, что Иса не прав. Вот видите, он не прав, они хотят сказать народу, израильскому народу. فَنَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كَيْدِهِمْ, Аллах спас пророка Иса, алейхиссалям, от этих казней, которые хотели сделать израильтяне. وَأَلْقَى شَبْهَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ, и Аллах сделал так, чтобы одному из похожих, то есть одного из израильтян сделал похожим на Ису, алейхиссалям. И так он стал похожим на Ису, они распяли не пророка Ису, алейхиссалату вассалам, а распяли другого человека, израильтянина. Их козни также обернулись против них вспять. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, сурату Али Имран, 54-55 аятах приводится. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, в многих местах Аллах приводит, что Аллах против их хитростей сделает свою хитрость. وَمَكَرَ اللَّهُ, и Аллах хитрил, когда они хитрили. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, и Аллах является лучший из хитрецов. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. И Аллах говорит дальше, «Из قال الله, Аллах сказал, о Иса, я тебя заберу, инни мутаваффика, я тебя заберу к себе вверх, варафиука, то есть к себе в небеса». Аллах говорит, что заберет Ису ибн Марьям в небеса. Аллах забрал его в небеса. Илайя, Аллах сказал, к себе небеса его заберу, Аллах сказал. Вамутахирука мин алладина кафару, и я тебя очищу от неверующих. وَجَاءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ, и те, которые следуют за тобой, за едине Божьим, имеется в виду исламом. فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, и Аллах сделает их над неверующими людьми до судного дня. Амма набиюна Мухаммад, что касается пророка Мухаммада, саллаллаху саллям, то многобожники, иудеи и лицемеры, они собирались против пророка, саллаллаху саллям, хотели его убить, хотели его отравить, хотели его заколдовать, то есть, чтобы он был заколдованный колдовствами. Ва'аддабу, то есть, ва'аддабу атба'а, также они наказывали, убивали его последователей. Также старались они прикрыть его призыв пророка, саллаллаху саллям. Вама тараку макран илля макару, не оставили ни один вид из казней, кроме как они его сделали. Аллах в сурату Анфале 30 аяте сказал: «Ваид ямкуру бика алладина кафару льюthбитука, ау яктулука, ау юхриджука, ва ямкуруна ва ямкуру Аллах, валлаху хайрул макирин». Также этих аятов Аллах дает нам знать. «Ваид ямкуру бика алладина кафару», те, которые проявили неверие, они хотят тебя посадить, тебя убить, тебя выгнать из твоего, как говорится, дома или города, твоей страны. «Ваямкуруна», они хитрят. «Ваямкуруллах», и Аллах хитрит. «Валлаху хайрул макирин». В этих аятах также Аллах говорит, что Аллах является лучший из хитрецов. Всего лишь что они делают, как в фикху да'вати приводится, они помогают, наоборот, когда да'ватчик не выходит из своей страны,
когда да'ватчик не уходит из своего дома, они помогают, эти хитрецы, эти шайтаны помогают да'ват распространять по всему миру. Альхамдулилля, Аллах открывает страны, хотим мы, не хотим. Как пророк, саллаллаху алейхи послал своих сподвижников в Эфиопию, и ислам дошел до Эфиопии. Как посланник, саллаллаху алейхи послал своих сподвижников в Медину, из-за притеснения Мекки, зато открылась и Медина, дорогие верующие. Также эти притеснители притесняют, однако, альхамдулилля, да'ват ислам, да'ват пророков, они распространяют сами непроизвольно, не зная этого, не чувствуя этого. Аллах наилучший из хитрецов, когда они хитрят. Конец какой бывает этих хитрецов, которые строят козни против ислама, из санадид аль-Курайш, из главных авторитетных людей курайшитов, когда они строили козни против пророка, саллаллаху алейхи, и верующих людей, чтобы его убить, чтобы его посадить, чтобы его изгнать. И там разных видов козней. Ам юридуна кайдан фалладина кафару хумуль макидун. Разве они хотят козни? Фалладина кафару, те, которые проявили неверие, Аллах говорит, хумуль макидун. Против них делаются козни, когда они строят козни. Пусть знает каждый тот, кто строит козни, против них Аллах строит свои великие козни, сам Создатель, субхану ва та'аля. И так дальше приводится, дорогие верующие, если тебе понятно, что истории ислама, как были созданы люди, как были посланы посланники и пророки, были козни против праведников. Но когда мы придерживаемся законам Аллаха, полагаемся на Аллаха, козни обворачиваются против них самих. Итак, дорогие верующие, подробностей мы слишком много рассказывать не можем. Если понятно, узнали, что хитрости, козни неверующие, лицемеры против верующих, это сунна, это закон Аллаха такой. Они будут этого делать. Неизбежно это будет. Ты будь просто готов к этому. Против этих козней. Не будь притеснения за то, что они делают против тебя козни, а ты просто будь готов, держись за религию. Когда ты держишься за религию ислам, Аллах тебя спасает. И Аллах в Коране сказал, чтобы мы не разделялись, они стараются нас разделить и скушать. Когда большой арбуз, ты же не сможешь его один раз проглотить. Они хотят по долькам разделить и потом скушать. Так же то, что происходит между народами. Они одного натравят против другого. Местный город или, скажем, страну, чтобы разделить или управлять этим городом и захватить, что они сделают? Разделят общество внутри. И этому помогают сектанты, которые не возвращаются к Коране и Сунне понимания сподвижников. И Аллах в Коране сказал: «Вахтасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь за веру Аллаха, за Коран и Сунну, и не разделяйтесь. И не разделяйтесь, Аллах сказал. Также Аллах сказал насчет козни неверующих: «Вама кайдуль кафирина илля фи долаль». Козни неверующих являются всего лишь заблуждением ихними. И так дальше есть аяты: «Алам ядж'аль кайдахум фи тадлиль». Разве обладатели слонов из Йемена, когда шли разрушить Каабу, что с ними случилось? Он хотел построить большую церковь, разрушить Каабу. Он спровоцировал этот йеменский предводитель. Спровоцировал он, чтобы разрушить Каабу. Один неверующий многобожник очернил ихнюю церковь, которой нельзя было этого сделать. У нас в исламе нельзя такого делать. Он очернил, сказав, якобы Кааба наша лучше, чем ваша церковь. Итак, тот, кто строил козни против Каабы, что получилось с ним? Уничтожился Абраха со своими слонами, со своим войском. И Аллах послал тайран мин абабиль, послал птицы, защищая Каабу. И Кааба будет стоять до судного дня, пока Хабаши, то есть эфиопец, кривоногий не разрушит ее. Пока эфиопец кривоногий не разрушит ее, как в хадисе Бухари говорится об этом. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Если вы проявите терпение и будете бояться Аллаха, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا,
вам ничто не навредит из ихних казней. Аллах сказал: «Инна Аллах бима я'малуна мухит». Поистине Аллах окружает теми делами, которые Он строит против нас, эти козни. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. Дорогие верующие, просите у Аллаха нам прощения и милости и стойкости на этом религии. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل مكر الكفار والمنافقين وكيدهم بالإسلام والمسلمين في هذا العصر. В эту эпоху неверующие, лицемеры вместе с ними. Лицемеры — это кто? Те, кто будет в аду под неверующими, в самом низком месте. وكيدهم بالإسلام, то, что они строят против ислама. Говоря, ислам — это жестокая религия. Лицемеры говорят, что ислам — жестокая религия. А где мы видели, что жестокая религия? Разве Аллах не начинает все сураты, кроме одной? Бисмиллахир рахманир рахим. Где жестокость? Аллах почти везде призывает к милости, к любви призывает. Но также Аллах дает знать, не описывает сам себя Аллах, что Он является макером, хитрецом. Нет, у Аллаха нету такого описания. Кроме как, если сами они хитрят, тогда Аллах лучший из хитрецов. Только тогда. Но так Аллах Субхану ва Та'аля ясно нам изложил все, ясными писаниями. Лисан арабин мубин Аллах послал явным писанием на арабском языке. 12 миллионов слов арабский язык, дорогие верующие. Не английский богатый, не французский, не китайский. Нету такого богатого языка, как арабский язык. На ясном языке Аллах послал Коран и послал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняя нам. Ну, лицемеры этого не понимают. Они затрагивают вопросы, уголовные вопросы, касаемо уголовников, как будто мусульмане все уголовники истории ислама были. Шариат, говорят мунафики, шариат — это наказание, их представление. А у нас шариат, то по нашим пониманиям, «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Аллах говорит пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: Аллах тебя послал милостью для миров. Не чисто для мусульман, для миров. Людям, джиннам, животным, насекомым, всем. Милостью для миров послан посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Это шариат в нашем понимании. Но в вашем понимании вы уголовники, мунафики, вы уголовники. По вашим пониманиям, уголовники сидят обычно. Вы просто наверху сейчас. Потому что мусульмане, которые справедливо держатся за Коран и Сунна, слабые. Когда они будут сильные, уголовники будут там, где должны быть уголовники. Каждый думает по своей испорченности. У вора шапка горит, говорят пословицы. То есть вор переживает сам за себя. Итак, дорогие верующие, рассказывать еще есть, однако на этом мы остановимся, нашу проповедь остановим. И хитрецы хитрят до сих пор, уголовники, мунафики хитрят. Уголовники в каком смысле? В смысле Корана и Сунна я имею в виду. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах даровал мусульманам стойкости перед лицемерами, которые распускают разные слухи. Просим Аллаха стойкости против этих слухов, чтобы не верили мунафикам. Просим Аллаха стойкости против неверующих, которые строят козни против ислама мусульман. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля стойкости против тех, кто строит козни против ислама мусульман. Просим Аллаха стойкости мусульманам, чтобы Аллах укрепил их стопы на земле. И также, чтобы они призывали к добру. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах сделал мусульман примером для остальных, чтобы они призывали к милости миров, как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, послан, чтобы проявить милость миров. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля помощи нашим притесненным братьям и сестрам. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля избавить народов от колонизаторов, от тиранов, от диктаторов. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах избавил от диктаторов, от тиранов, от тагутов, от шайтанов, от сатанистов.
от всех врагов, которые строят вражду свою против людей. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, дорогие верующие, милости и прощения всем нам и также нашим усопшим. Просим Аллаха Субхану ва Тааля помощи притесненным мусульманам в Газе и других местах. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, дорогие верующие, нам полезные знания, чтобы мы жили по этим полезным знаниям. Аллахумма раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أنت قم الصلاة